Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему — судьбоносные события. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И перед тем, как я начну, зажгу свечу желания. Кто впервые на моем канале, загадывайте свое заветное желание. Кто смотрит мои видео постоянно, не забудьте повторить свою мечту, свое желание. И пусть свечечка горит, чистит энергию и привлекает скорейшее исполнение вашего желания, вашей мечты. Так, убираю назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, меня часто спрашивают в комментариях, зачем я говорю все эти слова. Мои хорошие, я медиум. Перед тем, как делать отсыпку, я провожу сеанс транса. Вот эти слова — это отсылка к сеансу и просьба к моему духовному проводнику открыть то, что скрыто. Дать для вас, моих зрителей, самую важную информацию. Когда вы видите подобные видео, и там люди вот так вот что-то делают, они просто вот так вот делают. Да. Насмотрелись моих каналов и просто вот так вот делают. Так, ладно. Если у вас есть еще вопросы, кидайте мне в комментарии. Я либо буду отвечать в процессе видео, либо сделаю эфирчик, где отвечу на ваши вопросы. Так, какие же судьбоносные события вас ждут в загаданный вами срок? Здесь вышла крыша прохудившаяся. То есть либо у вас проблемы с жильем, либо в доме, где вы проживаете, какие-то серьезные недопонимания, скандалы, либо очень острые ситуации, которые болезненно отражаются на вас. В данном случае судьбоносное идет решение, которое примете вы. Ведь именно вы будете творить свою судьбу и также будете влиять на судьбы тех, кто с вами живет под одной крышей. Не бойтесь этих действий, не бойтесь этих мыслей и решений. Ведь ваше дело, либо ваши мысли правые, вы не ошибетесь. Смотрите как. Это зона вашей ответственности. То, что вы сделаете, либо то, что вы решите, а я вижу, что будет какое-то действие от вас. Во-первых, залатает эту дырочку в крыше, и во-вторых, смотрите, здесь идет благодать, когда и мир, и покой, и решение каких-то вот острых моментов, проблем. Все, вы все можете, вы все знаете. Просто нужно действие, да? Мысль и действие. Доверяйте себе и ничего не бойтесь. Вы очень мудрый человек и очень, кстати, сильный человек, очень ресурсный человек. То, что вы уже задумали, либо задумаете, очень положительно отыграется и на вас, и на тех, кто с вами под одной крышей. Так, здесь у меня мужчина, который любит, не знаю, бегать, убегать, либо избегать какой-то ответственности. Идет высветление этого мужчины. То есть какая-то информация о нем поступит. Сейчас вы на него смотрите с надеждой. Сейчас вам кажется, что ох, какой мужчина, да, в принципе, там хороший, положительный, красавчик. Вот. Но идет момент правды. Вам либо через интернет кто-то о нем расскажет, либо даже какая-то личная, возможно, встреча произойдет, где вам в подробностях с доказательствами
Вот прям покажут, расскажут, какой же он на самом деле. Голова дырявая, ноги длинные. То есть человек при первой же какой-то критической ситуации, либо проблемной ситуации, делает ноги, да? Он просто убегает. Как все решается, рассасывается, он назад возвращается. Да? С виду сильный мужчина, ну а в душе это просто маленький ребенок, запуганный ребенок даже идет. Идет высветление и ваше отрезвление по поводу этого мужчины. То есть перестанете питать иллюзии по поводу того, кто он есть на самом деле. В принципе, ситуация очень правильная, ведь знание правды, да, поможет избежать вам крупных ошибок, ну и, конечно же, разбитого сердца. Либо, да, если это ваш мужчина, то есть вы уже сошлись и с ним вместе находитесь, и все еще верите, что авось он там поменяется, то у вас будет время на то, чтобы сделать дополнительный маневр, либо как-то по-другому ситуацию повернуть, решить. Вот. Чтобы не было проблем, чтобы не было беды. Дальше идем. Здесь какая-то вражда, недопонимание, вражда, косые взгляды у вас с каким-то другим человеком. То есть вы считаете, что вы враги, ну, либо оппоненты, да? Вы друг друга не любите, там иногда может стычки, либо просто косо смотрите друг на друга. По одной простой причине. Был какой-то момент недопонимания. Причем это недопонимание внес третий человек. Как будто вас специально стравили с друг другом. Вот здесь, опять же, вскроются тайные мотивы и тайные намерения того, кто вас травил. Пока вы ссоритесь, пока вы ругаетесь, либо не дружите, да, не общаетесь, этот третий человек постоянно получает свою выгоду. И с вас получает, и с того другого человека получает. Вот такой интересный момент. Я не берусь сказать, что вы прям подружитесь и станете не разлей вода с тем человеком, но общаться вы будете и достаточно по-доброму, да, в таком положительном ключе будете общаться. А с этим третьим будете разбираться и, возможно, даже как-то привлекать этого человека. Но с рук точно не сойдет. Так, здесь судьбоносная встреча с человеком, который способен очень сильно повлиять на вашу жизнь, качественно повлиять. То есть очень похоже на доктора, похоже на какого-то специалиста, может быть, узконаправленного специалиста. Человек не слишком разговорчивый, но голова такая необычная, на пирамиду похожа. То есть мудрость, знание, понимание предмета, не пустослов. Да? Человек дела. Может быть, мало говорит, но все прям по полочкам, все четко, по факту. Да? Молодец человек. Благодаря этому человеку, общению с этим человеком, либо сотрудничество с этим человеком, идет качественное изменение вашей жизни. Здесь и денежка может пойти, и здоровье может наладиться, и куча других положительных моментов, бонусов. Прям сейчас вы не знакомы, но вы познакомитесь. Познакомитесь, скорее всего, по рекомендации. Да? Кто-то вам посоветует, рекомендацию даст. Либо вы где-то какие-то отзывы прочитаете очень положительные. То есть через отзывы. Это что же рекомендация? Так выйдете на этого человека. Вы судьбу будете благодарить, что вы именно с ним либо с ней познакомились. К сожалению, не могу сказать пол этого человека, но точно знаю, что человек старше вас по возрасту. Вот здесь прекрасные отношения и качественные перемены идут. Так, а здесь какая-то несправедливость была допущена. Не ближайшее прошлое, а как-то давно это все с вами произошло. Несправедливо с вами поступили. Знаете, как обделили, недоплатили. Может быть, даже в чем-то обвиняли, в том, чем вы не виноваты. Как пострадали вы очень сильно. Вы уже забыли, смирились. Не ждете вы правды, не ждете вы восстановления справедливости. А она придет.
она придет. Если вам что-то недоплатили, если вас там незаконно, например, уволили, да, все бывает. Смотрите, вам возвращается то, что ваше, либо восстанавливается ваше доброе имя. Это произойдет совершенно случайно, через какие-то организации, через какие-то органы. Вы обращаетесь в органы, организации, структуры по одному вопросу. Вот, с вами там общаются, либо, может быть, вы анкеты какие-то заполняете. И там вот человечек, увидя там, да, аспекты вашего прошлого, проведет с вами беседу, да, даст вам подсказку, либо вас куда-то направит, перенаправит. Вот здесь не могу сказать, что прям заступятся, нет, скорее посодействуют для того, чтобы справедливость была восстановлена. Но вот кому не заплатили, не доплатили, либо несправедливо уволили, здесь точно деньгами вам, ну как, скомпенсируют, понимаете, вот скомпенсируют. Хорошее событие, кстати. Вы вот почаще берите и рассказывайте о том, что с вами было. Не стесняйтесь этих моментов. Наоборот, ищите помощи. Ищите помощь, вы ее обязательно найдете. Так, здесь у меня прям романтик образовался. Два человечка сходятся, общаются, встречаются. Но здесь личные встречи идут, личные. Вам, но это не новое знакомство, нет. Либо это, смотрите, да, кто-то уже знаком, но как бы мужчина стесняется, и женщина стесняется, и вас кто-то друг к другу подтолкнет. Либо вы на чьей-то территории вот встретитесь, и все. После этого начнется романтик, ухаживание, вот этот конфетно-букетный период. Либо человека вы визуально видели, но имени не знаете. Вот опять же таки, ну допустим, мужчина стесняется к вам подойти. Вот идет он с другом, а вы навстречу, и тут друг берет с вами знакомиться, да, так можете познакомиться. Но не важно, кто познакомит, важно, что у вас вот прям очень такие теплые романтические отношения идут. Сразу хочу предупредить, что мужчина будет стесняться, да, бояться, стесняться. Стесняться он будет именно себя. Да, он немножечко в себе не уверен. Либо вы настолько фантастическая и шикарная, что он прям теряется в вашем присутствии. Так бывает. Мужчина очень скромный вышел. Действительно скромный. Хорошо воспитанный, скромный мужчина. Девочки, если вы активная, не стесняйтесь этого. Наоборот, там, подбадривайте его. И делайте предложения сами. Да? Вот хотите вы пойти в кино, так ему и скажите: вот давно не была в кино, там, либо давно я не ела, ну, допустим, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку, да, вот, не стесняйтесь этого. Так что, девчонки, проявляйте себя. Если вы девушка скромная, ну, тогда долго будете вокруг да около ходить, да, вы вокруг него, а он вокруг вас, но, тем не менее, романтические отношения у вас присутствуют. Так, здесь у вас подкова правильная вышла. Подкова вас поджидает, но, скорее всего, в работе, в делах. Смотрите, вас могут по работе направить на какие-то курсы. Курсы повышения квалификации, какие-то дополнительные знания, получение каких-то корочек, дипломов, сертификатов. Для вас это действительно счастливый случай. Случай, который поможет вам в будущем очень конкретно продвинуться. Вот именно в карьере, в работе. Либо благополучно перевестись на более, ну, скажем так, теплое место, да, в лучшие условия. Не отказывайтесь, конечно же, этим пользуйтесь. Так. Так, здесь очень сложная дорога. Дорога, такое впечатление, то ли домой вы будете добираться, то ли вы будете ехать к своим родственникам. Такой вот путь непростой. Может быть, транспорт подведет, может быть, что-то вы неправильно просчитали в своем маршруте. Смотрите, вас будет подвозить человек, который вам обрадуется и кому обрадуетесь вы. Может быть, это ваш друг детства. Да? Прошло уже много-много лет, вы давно не виделись, очень сильно поменялись. Вот человек вас будет подвозить, вы разговоритесь, поймете, что вы в детстве дружили, да? Играли в одной песочнице. Либо этот человек окажется каким-то вашим там дальним родственником. Но не факт.
Важно, что вы будете очень рады этому человеку, и человек будет очень вам рад. Ну и плюс, смотрите, как вас тут с комфортом довезет, подвезет. Ну вот прям одно удовольствие. Так, еще какое-то предложение тоже связано с дорогой, но оно как-то неожиданно возникнет. Либо вы решитесь отправиться в какую-то дорогу, путь, путешествия, либо человечек вот рядом с вами такой сюрпризик вам сделает. У вас первая реакция — отказаться. Типа, не, я не готова, не хочу, не могу, у меня дела. Но вам отказываться не стоит. Если вы поедете, но с вами какое-то очень хорошее событие произойдет, похожее на чудо. Да? Чудо, момент чуда. Если откажетесь, ну вы и человека обидите, да? Ну и чудо не получите. Поэтому, мои хорошие, дорога открывается, идет возможность, либо идет приглашение. Конечно же, соглашайтесь. Соглашайтесь. В жизни очень мало чудес, а вам, видите, чудо само навстречу идет. Поэтому обязательно поезжайте. Там, где вы находитесь, чудо вас навряд ли найдет. А вот в пути дороги, в других краях, пожалуйста, вот прекрасный момент. Так, еще. Судьбоносное событие, очень интересное, связано с другим человеком. Через кого-то, либо благодаря кому-то у вас идет как одобрение, либо получение какого-то документа важного для вас, как кто-то хлопотать за вас будет, либо кто-то познакомит вас с нужным, правильным человеком, да? Либо раскроет вам секрет, как добиться того, чего вы хотите. Да, опять же, да, возвращаемся к этому моменту, когда вам нужно проговаривать свои проблемы. Не бояться этого, не стесняться, а именно проговаривать. Вот есть проблема, говорите, говорите, вы найдете правильного собеседника, кто знает, как решить вашу проблему, вашу ситуацию. А если молчать, ну так извините, можно так и до старости сидеть и ждать, когда же что изменится, поменяется. У вас вообще очень много помощи идет от других людей. Вообще как-то окружены такими хорошими, способными, ресурсными людьми. Только либо вы не знаете, либо действительно смущаетесь просить помощи у других. Так, смотрите, какой вам тут знак вышел очень интересный. Знак защиты. Знак защиты, знак покровительства. Но у кого-то отыграется, что кто-то над вами возьмет защиту, покровительства. Да, кто-то станет защищать и вам покровительствовать. Но у других отыграется, что за вас конкретно какой-то человек заступится. Да, заступится, отстоит ваши права, либо отведет от вас какие-то беды, неприятности. Опять же, отсыпка общая, конкретно не могу сказать. Но то, что вы под защитой такого сильного человека, мощного, это 100%. Если вы чего-то боитесь, либо вы за что-то переживаете в моменте здесь и сейчас, поверьте, защита вам будет предоставлена, либо обеспечена. Вот здесь уже, как знаете, и высшие тоже этого хотят. Человек идет как посланник высших сфер для того, чтобы вас защитить и вам помочь. Когда с вами это произойдет, не забудьте мысленно, хотя бы мысленно, да, поблагодарить высшие силы. И если у вас будет возможность помочь кому-то другому, пожалуйста, тоже это сделайте. Да, за добро добром платите. Так, еще идет какой-то вам выигрыш, либо приз какой-то вам идет. Совершенно случайно. Вы либо сами что-то покупаете, где-то участвуете, либо вас кто-то вот вовлекает, затягивает, говорит, пойдем там купим лотерейный билетик, да, либо давай поучаствуем в каком-то мероприятии, конкурсе. То есть, да, вот идет дело именно случая. Ваш выигрыш ждет. Пусть там не супер-бупер, но все равно очень приятный выигрыш. А у кого-то и очень приличный выигрыш отыграется. Но я вижу ваше удивление, что вот не ждали, совсем не ждали, наоборот думали, что ерунда какая-то, что там будет. А смотрите, как приятно будет получить, выиграть, да, занять какое-то место призовое. Хороший момент.
Вот именно случайно, не специально, когда человек говорит, вот пойду куплю билет, буду выигрывать. Нет, дело случая. Вот случайно идете, видите лотерейные билетики, вас прям потянуло. Вот вы сами себе не понимаете, вас тянет, вы покупаете. Либо кто-то прям навязывается, говорит, ну вот купи этот билетик, да, либо идем поучаствуешь в конкурсе. Вот в таком формате у вас идет исполнение, идет выигрыш. Так. Кому-то по судьбе, кстати, выдать замуж, либо женить внука сына, да, внучку дочку. Свадьба очень такая богатая, шикарная. И у вас как одна свадьба в другую перетекает. Ну, допустим, у вас несколько детей, да? Сначала один выходит замуж, женится, а потом следом как второй. Вот прям какой-то свадебный марафон тут образуется. Либо вы, да, выдавая замуж там, дочь, сына, там, внука, внучку, следом замуж выходите. Либо, может быть, даже на этой свадьбе с кем-то сойдетесь, познакомитесь и потом свою личную жизнь устроите. Прям такое интересное событие. Вот несколько свадьб идет подряд. Да, если вас будут приглашать на свадьбу в ближайшее время, либо время, которое вы загадали, не отказывайтесь. Не отказывайтесь ни в коем случае. Если нечего одеть, если нечего подарить, все равно идите. Идите. Там вот хороший момент вас ждет, да, либо какое-то очень хорошее знакомство. Ну а кто-то прям судьбу свою встретит. И будет еще одна свадьба. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.